Добрый день, уважаемые слушатели! Позвольте вам представить краткий обзор современной чувашской литературы и литературного процесса в Чувашской республике. Сразу же оговоримся, что понятие «современная литература» и понятие современности колеблются от одного десятилетия до 25-30 и даже до 50 лет. Мы воспринимаем современную литературу как корпус художественных текстов, созданных в последние примерно 3 десятилетия. Данный этап развития литературы связан с переменами в политической и социальной жизни страны, произошедшими после перестройки. Поиск новых ориентиров и идеалов вместо прежних разрушенных советских идеалов продолжался довольно долго. По большому счету, эти новые ориентиры начинают вырисовываться лишь в начале или даже в последние десятилетия XXI века. Жанровый диапазон создаваемых произведений весьма обширен. На чувашском языке создаются произведения малой и средней формы, в том числе и рассказы-миниатюры, также романы, изредка серия романов, одноактная пьеса и цикл таких пьес, стихотворение миниатюра и роман в стихах. При этом короткая форма, рассказ, преобладает до рубежа 2 веков. На передний план в тот момент выходит отдельная личность, часто человек ничем не приметный, ничем не примечательный. Осмысление перемен, происходящих в жизни страны и народа, началось с погружения во внутренний мир конкретного отдельного человека. В начале 1990-х годов в чувашской литературе наблюдается усиление публицистического начала, создаются художественно-публицистические произведения. Литература, конечно же, стремилась адекватно реагировать на вызовы современности и искала новые формы своего выражения. Следует отметить, что перестройка открыла границы между разными культурами. Это была своего рода пора национального романтизма, по выражению Антнера Петровича Хузангая. Одной из форм открытого и искреннего общения молодых талантов в пространстве Поволжья и Приуралья конца XX века явились сиспелевские форумы творческой молодежи Урала-Поволжья, которые проводились в Чебоксарах в 1987, 88, 89 и 95 годах. Они были приурочены ко дню рождения гениального чувашского поэта-реформатора Михаила Сиспеля, дата жизни 1899-1922, который прожил всего 22 года и, как никто другой, оказался созвучен духу перестройки. В этих форумах участвовали молодые башкирские, марийские, мордовские, татарские и удмуртские литераторы, поэты из Москвы, Латвии и Украины. Работа форума велась по 2 основным направлениям – осмысление творчества Сиспеля и проблем современной поэзии. Опыт таких форумов очень важен при налаживании современного межкультурного диалога. Далее я чуть подробнее остановлюсь на характеристике отдельных родов литературы. Проза. В современной прозе мы выделяем традиционную и альтернативную линию. Традиционная или реалистическая проза весьма разнообразна по содержанию и представлена широко среди авторов, представителей всех поколений. Старшее поколение продолжает предыдущие традиции. Анатолий Емельянов, Михаил Юхма, Денис Гордеев, Николай Максимов, Василий Петров, Лаврентий Таллеров, Сергей Павлов и другие. С середины 1980-х годов лет на 20 со страницы литературных произведений исчезает положительный герой. На первый план выходит герой отрицательный, человек, жаждущий материальных благ, опустившаяся женщина и так далее. То есть реализм постперестроечной эпохи имеет 2 разновидности. Это традиционный и так называемый жестокий или черный реализм. В начале 1990-х годов в литературу вступает следующее поколение авторов: Геннадий Максимов, Арсений Тарасов, Людмила Сачкова, Елена Нарби, Альбина Мышкина, Надежда Ильина и другие. В первом и втором десятилетиях XXI века появляются в печати произведения Валентина Константинова,
Елены Алексеевой Аксуби, Риммы Прокопьевой, Владислава Николаева, Ольги Федоровой, Ольги Австрийской и других. Эти авторы стоят на страже вечных ценностей: дом, семья, нравственность. Расширяется диапазон традиционной прозы, это лирико-философская, лирико-психологическая проза, наиболее известные авторы Василий Игнатьев и Арсений Тарасов. Прозаики обращаются к ранее неразработанным темам. Это культы личности. Александр Артемьев, Денис Гордеев, Лаврентий Таллеров, Василий Эктель, Геннадий Максимов и другие. Ситуация в советской армии и афганская война. Анатолий Хмыт, Денис Гордеев, Лидия Сыриня. Новому осмыслению периода Великой Отечественной войны. Василий Алендей, Ева Лисина, Николай Максимов. Социальное дно. Как новый этап развития чувашской сатирической литературы можно расценивать творчество Юрия Терентьева. Продолжает развиваться фантастическая Георгий Ефремов, Николай Максимов и приключенческая Георгий Краснов литература. Возникает политическая повесть Иван Вутлан. В конце XX века активизируется женская проза. Такая картина наблюдается и в других жанрах, и, конечно же, не только в литературе. Женская проза тяготеет больше к реализму, так как также отстаивает традиционный набор ценностных позиций: семья, дети, дом. В данной области наиболее проявили себя Валентина Эльби, Ангелина Павловская, Зоя Нестерова, Елизавета Осипова, Лидия Сыриня, Людмила Сачкова, Юлия Селем. В начале XXI века Римма Прокопьева, Елена Алексеева Аксуби, Елена Мустаева и другие. Юность стала основным объектом внимания молодых прозаиков Ольги Австрийской и Ольги Васильевой. Период зрелости и, в первую очередь, душевной зрелости изображается в творчестве Елены Аксуби и Елены Мустаевой. Во втором десятилетии нового века в женской прозе появляется новая грань – это исторический роман, автор Людмила Сачкова. Отметим, что именно в творчестве представительниц женской прозы в начале XXI века начинает преодолеваться жестокий реализм, появляется устойчивая тенденция к объективному отражению действительности. Альтернативная проза также разнообразна, но представлена меньшим количеством образцов. Это постмодернистские произведения, в частности, роман «Киллер» Владимира Степанова «Эфемероптера Кажи Фауст-2», «Эфемероптерова ночь» или «Фауст-2», и его же роман этнофэнтези «Тенгри Хёши. Сабля Тенгри». Некоторые произведения Бориса Чиндакова, метафорический эскиз о национальной жизни Георгия Федорова Аймандар Нхир Мулгаджи, «О мой бедный полевой заяц», буквальный перевод. Эротическая литература, повесть Лилии Василия Эктеля и мистические произведения Владимир Степанов, Нелли Петровская. Такой вид прозы отчасти сопоставим с другой прозой или прозой новой волны в русской культуре. Общая особенность – это оппозиционность официальной прозе, усиленное внимание к художественной форме, признаки постмодернизма, в том числе и пародийная ироническая стихия. В отличие от другой прозы, в чувашской альтернативной прозе меньше нарочитой демонстративности, нет насилия, физиологизма и ненормативной лексики. Она стремится к формальной завершенности, то есть быть опубликованной, в отличие от другой прозы, которая принципиально не печаталась. Молодое поколение, пришедшее в литературу после перестройки, издает газету «Аваны», редактор Борис Чиндаков. Эта газета сыграла важную роль в формировании культурного пространства в периода. Впоследствии Чиндаков выступил организатором литературно-художественного и публицистического журнала на русском языке «Лик». Он же является составителем антологии чувашского рассказа в 2 томах на русском языке, которая вышла в 2016 году. Поэзия. Эстетическая картина современной чувашской поэзии представляет собой весьма разноплановое явление. В ней выявляются преемственные связи с традиционным реалистическим опытом предыдущих этапов и развитие данного опыта. В творчестве отдельных авторов прослеживается связь
с авангардистскими художественными поисками предыдущих поэтов и собственная практика формальных и семантических новаций. Здесь можно назвать Геннадия Айги, Педера Эйзена, Станислава Садора и Марину Корягину. Как отмечают многие исследователи, чувашскому национальному мироощущению очень близко поэтическое слово – песня. В чувашском фольклоре песни вплоть до современности занимают одно из центральных мест. Цитата. «Сам чувашский народ – поэт. Среди чувашей нет человека не поэта, не певца», пишет всемирно известный этнопедагог Геннадий Волков. Конец цитаты. Поэзия, как род литературы, играла ведущую роль в разные периоды ее истории, и особое место принадлежит ей и сегодня. В поэзии перестроечной и постперестроечной эпохи условно можно выделить три составляющих. Это традиционно-лирическая поэзия, интеллектуальная поэзия и песенная поэзия. То же самое молодое поколение, которое пришло с перестройкой, это Чинтаков, Корягин, Садор, Тургай и другие, заявило о себе в тот период громко и ярко. В их произведениях уже нет даже намека на прошлые соцреалистические установки. Но, впрочем, соцреализм был изжит из пространства всей чувашской литературы постепенно. Традиционно лирическая поэзия проявлена в творчестве поэтов разных поколений. Геннадия Юмарта, Михаила Синьеля, Педера Эйзена, Юрия Айдаша, Петра Якузеня, Любови Мартьяновой, Вениамина Пегеля, Афалика Эндебе, Анатолия Хре, Георгия Ильи, Федора Муратова, Надежды Сильвестровой и других. Они продолжают и обновляют традиции чувашской классики. Их произведения тематически тяготеют к традиционным жизненным ценностям. Для таких поэтов характерно стремление к глубине и ясности, гармония с самим собой и окружающим миром. Особая значимость природы и в целом и ее составляющих в частности. Интеллектуальная поэзия основывается в целом на традициях философской лирики, но отличается еще более глубоким содержанием, уплотнением смысла, усложнением техники письма. Это Геннадий Айги, Николай Тевицкель, Василий Андип, Николай Жендей, Николай Смуков, Георгий Федоров и другие. Оригинальная поэзия Геннадия Айги, годы жизни 1934-2006, вошла в контекст мировой литературы. Существует Айги чувашский и Айги русский. На чувашском языке им изданы книги «Халал», «Благопожелание», «Шурги Епхю», «Весенний изморозь», «Савозембе поэма Зем» и другие. Всего около 10 книг. Вопрос о соотношении национального и европейского в его творчестве сложный. Тем не менее, творчество поэта, и особенно раннее творчество, нельзя понять в отрыве от его корней. Он не переставал писать на родном языке в течение всей своей жизни. Айги представлял чувашскую культуру и литературу во всем мире. Он является составителем антологии чувашской поэзии, которая была опубликована на венгерском, итальянском, английском, французском и шведском языках под эгидой ЮНЕСКО. Стихи самого поэта переведены более чем полусотни языков. Одна из наиболее ярких авторов современности – Марина Корягина. Поэт, прозаик, драматург, журналист. С начала 2000-х годов она начала создавать также и произведения в сложнейшем жанре палиндрома. Пишет их на 2 языках. В 2017 году удостоена серебряной медали Всероссийского литературного фестиваля «Лифт». В современной литературе продолжает развиваться традиция песенной поэзии. Василий Давыдов-Анатрей, Юрий Семендера, Виталий Шемикеев, Юрий Плотников, Анатолий Кибич, Раиса Сарби, Владимир Рыбкин, Надежда Сельби, Альбина Любимова, Владимир Раштав. Во второй половине 1980-х годов зарождается и стремительно развивается другая линия песенной поэзии – это популярная музыка.
Поп-музыка. У ее истоков стоял также Борис Чиндыков. В соавторстве с Николаем Казаковым они создали песни, которые отражали национально-художественное мировосприятие с одной стороны и удовлетворяли давно сформировавшуюся потребность молодежи в эстрадной музыке с другой. В 1990 году ими был создан вокально-инструментальный ансамбль «Санзер» без тебя. Песни на стихи Бориса Чиндыкова звучали повсюду и имели бурный резонанс. Он же является автором либретто к первому чувашскому мюзиклу «Нарспи» по имени Константина Иванова. У истоков новой чувашской эстрадной песни стояла и Светлана Азамат, поэт и исполнитель песен. Первая мелодия выпущена, даже пластинка Светлана Азамат Юрлать, поэт Светлана Азамат в 1991 году. Следует отметить, что в области поэтического творчества происходит весьма активное движение. К примеру, в 1995 году по инициативе Геннадия Айги было основано литературно-художественное течение «Чуваш Бельманшизень Тавандахе» Чувашское бельмановское общество. Творчество шведского поэта и музыканта Карла Микаэля Бельмана, жил в XVIII веке, удивительным образом оказалось близко по духу чувашским традициям, поэтому движение продолжает существовать и в начале XXI века. В рамках бельманизма творчество иноязычных поэтов переводится на чувашский язык и наоборот. Проводятся различные фестивали, акции, выставки, вечера, ставящие во главу угла поэтическое слово. Издаются книги. С 2008 года в Чебоксарах проводится фестиваль «Голос А». Его участниками помимо местных авторов были поэты из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саратова, Рязани, Саранска, Казани, Калининграда и других городов России. Конечно же, общение в данном случае происходит в целом на русском языке. С 2018 года Национальная библиотека Чувашской Республики проводит Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России «Радуга над Волгой» Адал Азамати, куда съезжаются гости со многих регионов нашей страны. Драматургия. Современная чувашская драматургия самым распространенным жанром является драма в узком смысле слова. Долгое время основным автором для чувашских театров был Николай Терентьев. В перестроечное время активно шло обновление и драматургия. Пришло новое поколение. Борис Чиндыков, Николай Сидоров, Валерий Тургай, Геннадий Медведев, Николай Угарин, Арсений Тарасов, Людмила Сачкова, Александр Порта и другие. В драматургии представлены разнообразные варианты как традиционных, так и, собственно, авторских жанров, в кавычках, вроде драматической повести, трагикомической феерии. Видоизменяется психологическая, социально-нравственная и бытовая драма. Расширяется диапазон комических пьес от водевиля до фарсов. Отдельные авторы-драматурги достигли успеха на всероссийском и международном уровне. Спектакль по пьесе Чиндыкова «Щадан Гардажин Дьихура Хамла Жирле» ежевика вдоль плетня неоднократно становился победителем на таких театральных фестивалях. Арсений Тарасов, как драматург, продолжил поиски в области интеллектуально-философской, нравственно-психологической литературы. Его драмы содержательны в плане показа современной чувашской действительности. Постановка Чувашского государственного академического драматического театра имени Константина Иванова по его пьесе «Инжи Теле Жуды» «Свет далекого счастья» удостоена Государственной премии Российской Федерации 2003 года. Получили признание на международных театральных фестивалях тюркских народов спектаклей по пьесам Николая Сидорова и Марины Корягиной. Пьесы Николая Угарина с успехом идут не только на чувашской, но и марийской сценах. Процесс осмысления национальной идентичности особым образом выразился в исторических драмах «Хюхем Херен Хюхлеве», «Плащ девушки на заре» и «Шелдерсюннегащ», «Когда гаснут звезды» Николая Сидорова. Монодраме, это новый жанр чувашской драматургии, Бориса Чиндыкова «Хураджи Гещ», «Черная ласточка» и других. Пьесы Бориса Чиндыкова «Урасметь», Николая Смыкова «Ахрзамана», «Светопредставление», Николая Петровского «Тивицкеля» «Киремедь»,
Марины Корягиной «Кемельдум Лашар. Серебряное войско». Это яркий признак в поисках новых форм в жанре трагедии в стихах современной чувашской драматургии. Достижением чувашского театра является постановка мюзикла «Пигамбар Джуни Манра. Во мне душа Пигамбара» по пьесе Владислава Николаева. Еще следует отдельно остановиться на детской литературе. Чувашским книжным издательством в последние десятилетия сделаны особо большие успехи в издании литературы для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это издание произведений на двух языках, как правило, на чувашском и русском. Есть издания на чувашском и английском. К примеру, книга рассказов Ивана Яковлева «Ужелма тухна шужи жюри». Оформление книги очень яркое, краски сочные, что привлекает маленьких читателей. С точки зрения содержания также можно сказать, что детская литература идет в ногу со временем. В ней отражаются реалии современной жизни, в то же время она пытается учитывать и классические требования, дидактичность, назидательность и так далее. Авторы, пишущие для детей: Осип Алексеев, Озан Ощепя, Елена Нарби, Марина Корягина, Николай Ижиндей, Николай Симонов, Петр Якузень, Владислав Николаев и другие. Книга Евы Лисиной, как автора произведений для детей, стали классическими уже при жизни прозаика. Она автор рассказов, сказок, повестей, а также и переводчик. Удостоена также наград на самых разных уровнях. За рассказ «Шугарчелли. Кусок хлеба» Лисина получила премию радиостанции «Немецкая волна» за 1991 год. Рассказ стал победителем среди 1686 произведений, представленных на конкурс. В 1987 году Лисиной была присуждена премия на первом всесоюзном конкурсе детской книги за повесть «Хупах Хылга Илюк», «Лопаухи Илюк». Премии газеты «Литературная Россия» был удостоен и рассказ Бжегенгюля «Летающее озеро». В последние годы ее произведения изданы в Швеции и Японии. Развивается драматургия для детей. Людмила Сачкова, Лидия Зарине, Владислав Николаев. Оригинальной была постановка театра юного зрителя по пьесе Иосифа Дмитриева «Ама Каек Шулебе» по следам первоптицы. Это волшебная сказка для детей, которая знакомит их с чувашской мифологией и культурой. Немало издается переводов детской литературы с других языков на чувашский. Отдельно вышли переводы сказок Пушкина, Андерсона, фольклора разных народов, книга «Итлемень Убажуре», японской сказки Исумбоси. Для более старшего возраста переводы русской классики осуществляет Алексей Леонтьев. Здесь добавлю, что книги некоторых чувашских авторов, пишущих для взрослой аудитории, также переводятся на другие языки и издаются за рубежом. Поэзия Геннадий Айги, Валерий Тургай, проза Михаил Юхма, Ева Лисина, драматургия Борис Чиндыков, Марина Корягина и другие. В конце XX века в российской культуре в целом и национальных литературах в частности, литературоцентризм сдает свои позиции. Эти процессы нельзя назвать полностью естественными, ведь вместе со снятием всяких запретов в общество хлынул поток различных, чаще всего низкопробных кинофильмов, однодневных бульварных романов, различного рода шоу и так далее. И мало кто сдерживал этот поток. Общество само в какой-то мере заменило литературу другими видами творчества, а поспешило сказать, что значение литературы поменялось. Был период, когда многие искренне думали, что книга как явление культуры останется в прошлом. Время доказало ошибочность такого мнения. Хорошая книга занимает достойное место в жизни современного общества. Огромную роль в деле собирания, сохранения и популяризации национальной книги играет Национальная библиотека Чувашской Республики. Аудитория библиотеки самых разных возрастов. В ней проводятся презентации, круглые столы, фестивали и многие другие мероприятия, вызывающие интерес к книге.
Ежегодный конкурс «Самая читаемая книга», который проводится с начала 1990-х годов, пробуждает и поддерживает интерес к художественной литературе. Спасибо за внимание.